Только вчера хозяйка этого дома закончила здесь ремонт. Поменяла двери, покрасила стены, а к вечеру стихия все перевернула вверх дном. Дом Асмы Катаевой – один из немногих в Заводском районе, где спасать уже нечего. Из-за сильного порыва ветра снесло кровлю дома, после чего жилище затопило дождем. Сама женщина работает в местной школе и, как признается, не в состоянии возместить нанесенный ей ущерб. А это семья Байхотовых. В их доме пострадала вся техника и мебель, не говоря уже о том, что сам поток воды насквозь прошел через строение. Стихийное бедствие застало жителей нескольких районов под конец рабочего дня. На столицу и населенные пункты обрушился шквалистый ливень, сопровождающийся градом. Ураганный ветер сносил крыши домов, мелкие строения, рекламные баннеры. Корнями вырывались деревья, которым было по десятки лет. Стихия продолжалась около часа. Первые работы по ликвидации последствий начались сразу же. Главой республики был создан оперативный штаб. О принимаемых мерах Рамзан Кадыров сразу же сообщил на своей странице в Инстаграм. Шквалистый ветер и грозовой дождь нанесли серьезный ущерб республике. По предварительным данным, в Грозном полностью сорваны или частично повреждены крыши многоэтажных и индивидуальных домов, больниц, школ, детских садов, административных зданий, повалены сотни деревьев, рекламные щиты и опоры линий электропередачи, оборваны провода. К сожалению, не обошлось без жертв. В Грозном от полученных травм скончалась девушка 95-го года рождения. Многочисленные повреждения жилых домов, зданий и сооружений имеются в Натеричном, Урус-Мартановском и других районах. В Натеричном повреждены более 20 частных и 1 пятиэтажный дома, дом культуры, спорткомплекс, в Урус-Мартане жилые дома и школа. Мною создан оперативный штаб по ликвидации последствий стихийного явления. Его возглавил первый заместитель председателя правительства Чеченской Республики Ибрагим Закриев. В настоящее время аварийные бригады приступили к расчистке улиц, восстановлению электроснабжения, ликвидации последствий стихии. Одновременно уточняется нанесенный ущерб. Заводской район – один из самых серьезно пострадавших в регионе. Со вчерашнего вечера он полностью обесточен. Прекращена также подача воды и газа. С раннего утра здесь полным ходом идут восстановительные работы. Задействовано более десятка единиц техники и свыше 150 человек. В настоящее время идет подключение водонасосной и канализационно-насосной станции. К концу рабочего дня мы надеемся, что все объекты электроэнергии будут подключены, и везде будет подана вода, и везде будет электричество. Работники городской мэрии занимаются устранением последствий стихии с ночи. На сегодняшний день сотрудники столичной администрации задействованы на территории всего города. Активную помощь им оказывает и МЧС. Личный состав первой пожарно-спасательной части принимает участие в проведении восстановительных работ по Ленинскому району. Личный состав ПСЧ-1 оказывает всяческое содействие работникам префектуры. Все наши сотрудники рассредоточены на территории всего Ленинского района. В столице республики, по предварительным данным, частично повреждены крыши зданий Центрального роддома, Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн, несколько общеобразовательных и высших учебных заведений. В числе пострадавших оказалось и здание ЧГТРК «Грозный». Из-за сильного порыва ветра повредилось кровельное покрытие, а мощные потоки воды устремились сначала на 3-й этаж, где располагалось монтажное оборудование. Затем вода проникла и на этажи, расположенные ниже. Благодаря оперативным действиям сотрудников, находившихся на местах, технику удалось вынести из затопленных помещений. Телекомпания своими силами оперативно провела ремонтные работы по устранению последствий стихии, которые продолжались всю ночь. А с утра был объявлен всеобщий субботник. Сотрудники телеканала разобрали весь оставшийся мусор, привели в порядок студии, кабинеты и коридоры. Все почистили, но очень сильный запах сырости. Тут работать невозможно, нужно уже все менять. Пострадало, что именно и насколько, невозможно сказать, пока мы только все это оцениваем. И все прям текло на наше оборудование. Непосредственно на наши монтажные станции, на эфирное оборудование, на наши сервера, студийное оборудование. Студии у нас затоплены, наши декорации затоплены. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Грозном, а также в Натеричном, Урус-Мартановском и Грозненском сельском районах республики. В Министерстве территориального развития прошло внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям во главе с Абдуллой Магомадовым. Собравшиеся обсудили сложившуюся ситуацию и то, что необходимо сделать для ее разрешения.
Дано поручение главам муниципального образования незамедлительно подготовить необходимые документы для подготовки и представления обосновавших материалов для оказания материальной помощи Федеральный центр Министерства по чрезвычайной ситуации Российской Федерации для возмещения нанесенного ущерба. Значительный урон нанесен коммунальному хозяйству города Грозный. По словам столичных властей, повреждены электролинии на 324 участках, 25 муниципальных многоквартирных домов, 6 ведомственных объектов и 2 мечети. Здесь также проводятся восстановительные работы. Как только прекратился этот ураган, это стихийное бедствие, все силы были выведены на расчистку дорожного полотна. Плюс эта ситуация ухудшалась тем, что вот внезапный огромный объем осадков переполнил мощности, возможности наших ливневых стоков. По поручению главы республики первым делом городские власти взялись за восстановление школ с учетом приближающегося Дня знаний. На место уже доставлены строительные материалы. Рабочие также приступили к демонтажу. В День знаний уже в обновленном виде эти учреждения откроют свои двери для учащихся. Хадижат Гугуева, Марьям Керимова, Руслан Ихяев и Дауд Куруев. Новости 7.